Так, у нас Калмантаев, он на лекцию подойдет через час. Арслан, слышно так? Арслан? Понял. Начали, да? Так, добрый день, уважаемые участники круглого стола. Сегодня мы проводим круглый стол на тему «Караван-сарай в башкирской культуре через века в будущее». И посвящен он 175-летию со дня открытия историко-архитектурного комплекса «Караван-сарай» в городе Оренбург. Так, круглый стол проходит в Национальной библиотеке имени Ахмед Закия Валиди Республики Башкортостан в зале башкирской литературы и краеведения. Он проходит в режиме офф и онлайн. Ведется трансляция на канале Федерального округа культуры и на канале YouTube, канал библиотеки. И каждый желающий сможет подключиться и следить на нашем заседании присутствовать. Так, перед началом я хотел бы представить участников нашего круглого стола. Айтуган Акманов Айтуган Ерехович, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института стратегических исследований Республики Башкортостан. Аминев Закирьян Галимьянович, кандидат философских наук, сейчас подойдет. Он также старший научный сотрудник Института стратегических исследований Республики Башкортостан. Аглиуллина Клара Ильбулдиновна, ученый-секретарь Государственного автономного учреждения науки Республики Башкортостан, Башкирской энциклопедии, член общества краеведов Республики Башкортостан. Идрисова Белявша Абраровна, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан. Ганиев Нурлан Рашидович, кандидат философских наук, заместитель председателя Союза писателей Республики Башкортостан, помощник депутата Госсобрания Курултая Республики. Набиуллина Гульнур Мирзаевна, кандидат филологических наук, доцент Башкирского государственного педагогического университета имени Тахидина. Сибагатов Юрс Шарифулдинович, кандидат исторических наук, заведующий отделом рукописей и редких изданий в Национальной библиотеке Ахмед Закия Валиди Республики Башкортостан. Так, и представитель Министерства культуры Умеров Арслан. Да, специалист отдела национальной политики Министерства культуры нашей республики. Веду заседание сегодня я, Ибрагимов Азат Ахметович, заведующий отделом башкирской литературы и краеведения. Итак, в онлайн-режиме в удаленном доступе принимает участие Матвеевская Галина Павловна, вот она перед вами, доктор физико-математических наук, востоковед, краевед, литературовед, член Союза писателей России и общества краеведов Оренбургской области. Человек известный, краевед, у нее будут хорошие выступления. Итак, уважаемые участники круглого стола, прежде чем приступить к работе, я хотел бы обозначить регламент работы. Я предлагаю до 10 минут выступлению и до 5 минут, если будут справки, какие-либо прения. И закончить работу в 12:30 предполагается. Если у вас нет вопросов к этому, то начнем работу непосредственно. Для начала я представляю слово заместителю директора Национальной библиотеки имени Ахмед Закия Валиди Ильясовой Люции Шерфьяновой. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Приветствую всех вас от имени Национальной библиотеки имени Ахмед Закия Валиди Республики Башкортостан. Сегодня мы совместно с региональным общественным отделением общества краеведов Республики Башкортостан проводим круглый стол «Караван-сарай башкирской культуре через века и будущее», посвященный 175-летию историко-архитектурного комплекса «Караван-сарай». По указу главы Республики Башкортостан в Республике Башкортостан и в Оренбургской
области запланировано очень много научных мероприятий, и в области Министерства культуры Республики Башкортостан и Министерства образования тоже проводят очень много мероприятий. И не случайно, наверное, что такой круглый стол проходит в стенах национальных библиотеки, потому что мы проводим такие научные мероприятия и научно-практические конференции на все актуальные темы, не отстаем от всех наших организаций. И запланированные в программе круглого стола доклады раскроют историко-художественную значимость караван-сарая, создание караван-сарая, его предназначение и воплощение, становление национального образования на примере башкирского педагогического техникума и его роль в формировании башкирской интеллигенции. Также будет рассмотрен образ караван-сарая в художественной литературе, изобразительном искусстве, музыкальном творчестве. Проведем обзор литературы о караван-сарае. Также уже было сказано, что в работе круглого стола принимают именно ученые ведущих вузов, научно-исследовательских институтов Республики и Оренбургской области, общество краеведов Башкортостана и представители Всемирного форума Башкирии. Убежден, что такой представительный состав участников круглого стола позволит провести детальный анализ в образе в истории караван-сарая, пути их решения и включая активизацию именно научного сообщества двух регионов. Плодотворной работы нам. Спасибо. Непосредственно начинаем нашу работу. Итак, уважаемые товарищи, 30 августа 1846 года состоялось торжественное открытие караван-сарая и освящение мечети в Оренбурге. Построен он был на пожертвование населения, в основном башкирского. И в 2021 году, сегодня, мы отмечаем 170-летие этого уникального памятника. Цель этого круглого стола является не только обсуждение исторической значимости караван-сарая в судьбе башкирского народа, но и раскрытие его отображения в различных областях культуры, литературы, изобразительном музыкальном творчестве. Показать его судьбоносность для будущего башкирского народа. Провели много круглых столов, заседаний. В основном они касались вопроса именно исторических, как он возник, какие были препятствия, как он строилось. Но именно в таком, я имею в виду, в духовном плане, как отразилась судьба караван-сарая на судьбе башкирского народа, я еще не заметил. И вот при поддержке с помощью общества краеведов в нашей республике была сформирована такая повестка дня. И мне кажется, сегодня собрались именно специалисты, которые смогут раскрыть образ караван-сарая в различных областях культуры. Для начала я представляю слово нашему гостю из Оренбурга, Матвеевской Галине Павловне. Напомню, она доктор физико-математических наук, известный востоковед, краевед, литературовед и член, по-моему, член-корреспондент Киргизской ССР еще. Академии наук вы являетесь, Академии наук Узбекской ССР еще. Галина Павловна, вам слово. Здравствуйте. Историко-архитектурному памятнику караван-сараю исполнилось 175 лет. В Государственном архиве Сейчас позвоним. очень много документов, У меня посвященных... выступление «История создания караван-сарая» на большую лекцию читали в 40 минут. Подробно восстановить... Я слушал ее, это выступление. Мы звук не слышим ваш. Да. На днях она для студентов прочитала лекцию в педуниверситете Оренбургского. Слышите нас? По этой теме. Сейчас звук идет? Как мне сообщили, женщине 90 лет. В Киргизия долго жила, поэтому она... Слышно нас? Куда? Сейчас, минутку. Да, мы вас слышим. Не слышим? Скажите что-нибудь.
Слышите? Что-нибудь скажите. Азат Ахметович, вы нас слышите сейчас? А вот я где-то слышу ее, а где, откуда этот звук идет? Оксан. Сейчас Вот, сейчас слышно. Еще раз скажите, что... слышите нас? Слышим, да, слышим. Здравствуйте. Замечательному историка памятника исполнилось 80. Поближе микрофон поднесите. Ближе, да. Хранится очень посвященных православию. И поэтому имеем возможность истории Арслан, что надо сделать еще? возникновение караван-сарая, постройки караван-сарая А сейчас чуть-чуть подальше микрофон. управлял огромным краем в течение 15 лет. Первый период с 1833 по 1842 в роли оренбургского губернатора. И с 1852 по 1857 год в роли самарского губернатора. Перовский приехал в Оренбург летом 1853 года. С ним приехал Владимир Ильич, ставшим чиновником особых поручений. Первый правление Перовского историки назвали Оренбург. Под командованием Перовского, губернатора, находилось большое военное соединение. Это прежде всего регулярные войска, отдельный оренбургский корпус и иррегулярные войска. Оренбургское казачье войско, Уральское и башкирское войско. Оно состояло из распределенных 17 кантонов, которые делились на юрты. Во главе стояли кантонные начальники и юртовые старшины. Перовский, как известно, очень любил башкир и всячески старался оказать им внимание. Он заметил, что войсковые начальники, приезжавшие в Оренбург к командующему башкиро-мещерятским войском, которое располагалось в Оренбурге, что у них затруднения возникают с квартирами, с размещением. И поэтому в 1836 году он решил построить для них постоялый двор или караван-сарай по-восточному. Сохранился документ, в котором он описывает, архивный документ, в котором описано, как себе представлял Перовский караван-сарай. Он хотел, чтобы главное здание, в главном здании была размещена квартира командующего башкиро-мещерятским войском. Кроме того, кардегардия охрана, пакгаус для товаров и казармы для военных начальников, для 20, рассчитанные на 20 человек, по 2 человека в комнату. И две большие комнаты для нижних чинов, рассчитанные на 80-100 человек. Кроме того, здесь же должна была находиться конюшня и много разных мастерских, которые обслуживали башкиро-мещерятское войско.
Но кроме того, и может быть это главное, он решил, что здесь же должен быть помещена каменная соборная мечеть. Встал вопрос сразу о проекте этого сооружения. Он сначала обратился в Казань, но потом написал к своему старому другу, архитектору Александру Павловичу Брюлову, который в то время был придворным архитектором в Санкт-Петербурге, и с просьбой составить этот проект. Сохранились письма Перовского к Брюлову, где он описывает, где он просит вспомнить старую дружбу и поскорее составить этот проект. Он сначала собирался разместить караван-сарай внутри города, но Оренбург был в то время крепостью, окруженной земляным валом. И там было в городе тесно, поэтому он потом решил его построить за городом, где, как он писал Брюлову, место сколько угодно. Он просил составить его поскорее, потому что в конце 1836 года он собирался приехать в длительную командировку в Санкт-Петербург и представить на утверждение императору вот этот проект. Дело в том, что основное здание караван-сарая строилось за казенный счет. Ну, все так и получилось. 20 января 1837 года Николай I утвердил проект Брюлова, и, вернувшись в Оренбург, Перовский взялся за строительство. И все это, ход строительства, повторяю, подробно отражен в архивных документах. Строительство завершилось к осени, к концу 1841 года. А вот с мечетью дело обстояло иначе. Перовский решил, что она должна быть построена на пожертвование башкирского населения. И тогда же, в 1936 году, еще в апреле, он поручил собирать пожертвования очень Абдуллу Давлетшина, очень интересного человека, друга Владимира Ивановича Даля, которого он обучал татарскому языку. Так вот, Давлетшину тогда же, 6 апреля 1836 года, Перовский направил следующее распоряжение. Считая полезным и нужным присоединить к имеющему со временем выстроиться в Оренбурге башкирскому караван-сараю каменную соборную мечеть, предписываю я тебе отправиться и объехать все башкирские и мещерецкие кантоны, объявлять и разглашать всюду о намерении моем и собирать добровольные пожертвования единоверцев своих на построение помянутой мечети. При сборе сих денег запрещается употреблять малейшее принуждение со стороны твоей или старшин и кантонных начальников. Тебе же, как духовному лицу, предоставляется возбуждать убеждением ревность зажиточных мусульман для содействия к этой общеполезной и богоугодной цели. Вот Давлетшин отправился в эту поездку, которая длилась и в 1936, 1937 и в начале 1938 года. И собрал он огромную по тем временам сумму – 16 тысяч рублей. И мечеть строилась, но до
в 1842 году, когда Перовский покинул Оренбург, она еще не была готова. Хотя Перовский уже успел заказать в Санкт-Петербурге великолепные люстры для украшения помещения мечети. И достраивать ее привелось следующему военному губернатору Владимиру Афанасьевичу Обручеву. Все это ход строительства отражен, повторяю, в архивных документах, и строительство закончилось в 1846 году. В объемистом архивном деле, в котором посвящено этим строительству караван-сарая, имеется вырезка из санкт-петербургской газеты «Северная пчела», в которой описан торжественный акт открытия мечети, в которой богослужения начались 30 августа 1846 года. И это действительно было очень торжественное собрание, в котором приняли участие и башкирские все военные чины, и представители казахов, и даже этих гостей из Средней Азии, из Хивы и Бухары. В частности, там были, как один из актов, это скачки наездников казахских. В общем, это очень впечатляет, статья очень впечатляет. И мечеть начала свою работу. А вот когда в 1851 году Перовский вернулся в Оренбург, он обнаружил, что людям, которые в караван-сарае прибывают, очень неудобно, потому что здание расположено на пустом месте, и в нем очень жарко в летнее время. И поэтому он распорядился разбить вокруг караван-сарая большой сад. И это было сделано. В Уфе был нанят опытный садовник Павел Лебедев. Ему в помощь дана большая команда башкирская. И уже вскоре было из Башкирии привезено 276 больших деревьев разных пород. И высажены они были вокруг караван-сарая. Для их полива устроены колодцы и бассейн. И этот сад, значит, укрепился, и позднее он стал местом для прогулки Оренбургского общества. Вокруг него был позднее решетка казенная, каменная, решетка чугунная на каменном фундаменте построена. И вот этот сад продолжает существовать и сейчас под названием сада Перовского, и у входа к нему помещен бюст Перовского, работы скульптора Надежды Гавриловны Петиной. Вот это то, что коротко можно сказать об истории строительства караван-сарая. Ну, я все. Научной библиотеки областной имени Крупской за содействие, за организацию участия Галины Павловны на нашем круглом столе. Спасибо вам, коллеги. Я продолжу наше заседание. Сейчас хотел бы предоставить слово Ахманову Айтугану Яроковичу, доктору исторических наук, главному научному сотруднику Института стратегических исследований нашей республики. Тема его выступления – архитектор караван-сарая Александр Крылов. Основные вехи биографии. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Здесь хотелось бы обратить внимание
на эти некоторые моменты, связанные с деятельностью Александра Павловича Брюлова. Ну, как известно, 30 августа, уже 175 лет с момента создания этого монументального сооружения. Здесь надо отметить, что архитектором был Александр Павлович Брюлов, который является представителем известной творческой династии и старшим братом известного художника Карла Брюлова. Здесь надо отметить, что Брюловы, они отличились в российской истории именно в сфере искусства. И он является, Александр Павлович Брюлов, академиком, заслуженным профессором по архитектуре Императорской академии художеств с 1854 года. Он является основоположником так называемого английского стиля архитектуры. Далее. Следующий кадр. Вот следующий. Вот. И семья Брюлова принадлежала к династии французских гугенотов, многие из которых были скульпторами живописцами, то есть это уже как-то наследственно. И вот два брата в 1809 году, Александр и Карл, были приняты на бесплатное обучение в Императорской академии художеств. Вот Александр выбрал направление архитектуры, проявил заметные способности. И вот в 1920 году, за 2 года до намеченного срока, он досрочно закончил Академию художеств, получил звание архитектора-художника 14 класса, был определен в комиссию по построению Писательского собора в Петербурге. И Брюлов поэтому также считается учеником Монтерана, архитектора Писательского собора. Затем они вместе с братом стали пенсионерами, то есть стипендиатами по современному обществу поощрения художников сроком на 4 года. И, соответственно, в этом контексте они поехали в зарубежную командировку для того, чтобы познать архитектурные такие моменты за рубежом, а именно в Германии, Венеции, Италии. И вот здесь Александр Павлович делал зарисовки, писал акварельные пейзажи, портреты. Вот ряд акварельных портретов, в частности, семьи короля Неаполя, Фердинанда I. И в итоге король разрешил, не каждому художнику была такая честь, сделать зарисовки, терм, то есть бань Помпеев. И, соответственно, данное обстоятельство обусловило творческий путь Александра Брюлова. То есть считается, как бы, что он подсказал брату Карлу идею картины «Последний день Помпеи». Обмеры тем были закончены в 1926 году и опубликованы вышедшим в альбоме «Термы де Помпеи». Затем в 1927 году Брюлов провел в Париже, слушал курс механики, инженерного дела, Сорбонне, посещал лекции по истории архитектуры, совершил поездку в Англию по той же теме. Вот здесь картины Александра Павловича, вид на итальянские руины, 22 год, вид на термы Диоклетиана. Диоклетиан – это римский император. Ну вот он стремился поддерживать социальную составляющую своей политики, хотя и правил долго. И вот, соответственно, вот эти моменты он отработал и заслужил такой очень положительный имидж среди зарубежных, скажем так, известных деятелей. Далее надо отметить, что в 1931 году он, следующий слайд, женился на следующей на баронессе Александре Александровне фон Рай, которая являлась младшей дочерью придворного банкира при царе Николая I барона Александра Александровича фон Райля. Родственниками Брюлова стали в этой ситуации женатый на старшей дочери барона, известный журналист по тем временам, писатель Симковский, это жена Аделаида, соответственно, сестра супруги Брюлова, и генерал Шуберт, основатель российского корпуса военных топографов, исследователь тоже довольно известная, жена Софья. И в доме супругов бывали неоднократно известные такие личности, как Михаил Глинка, Николай Гоголь. И Александра Александровна была талантливым музыкантом, нравились музыкальные вечера. В совместном браке супруги прожили 46 лет, здесь родилось 9 детей, но из них 3 старших сыновей, дочь умерли малолетние. Александр Брюлов был оригинальным художником акварели. И, соответственно, особенность его в том, что для историков, не только для искусствоведов, но и для историков, он сохранил имиджи известных деятелей государственного управления и тех, кто был связан с этими структурами. Он достаточно точно передавал внешность, характер человека
И вот, в частности, его деятельность началась в 1825 году как портретиста, когда он познакомился с дочерью Михаила Ивановича Кутузова. И она была замужем Кутузова за русским посланником во Флоренции Николаем Кедровым. И вот Елизавета Михайловна, она была достаточно известным филантропом, поощряла деятелей культуры, и вот она оценила, скажем, произведение кисти Александра Голубкова и, соответственно, начала продвигать его карьеру, то есть организуя заказы от богатых людей. И вот в этом связи следующая картинка. Он подготовил портреты графини Полторацкой, девичества Бакунина, княгини Львовой, девичества Перовской и других, а также жены Пушкина. И вот здесь интересно, что Полторацкая в девичестве носила фамилию Бакунина и является родственницей известного основателя анархистского движения России. Далее Львова, тоже знаковая фамилия для России в понятии февраля 1917 года. Правительство России возглавлял князь Львов. Ну и Александр Сергеевич Пушкин, без комментариев, понятно, это наша гордость, наша страна. То есть Рылов очень общался с известными людьми. Круг этих людей был очень тесен. И вот в этом контексте действительно возникает ощущение, что действительно 19-й был он очень решающий, в какой-то мере даже роковой. То есть, в принципе, можно было, наверное, найти консенсус. Русские цари стремились, дворянство тоже стремилось, крестьяне тоже стремились, но, увы, искусство тоже стремилось выстроить диалог, но они не смогли, наступил 1905-1917 год. Далее. В 1829 году Рылов вернулся в Петербург, и, соответственно, он был удостоен звания архитектора, он занимался реставрацией, возведением знаковых зданий. Вот, в частности, он принял участие, значит, это мрачный назад, задний фон, да, перестройки Зимнего дворца, который пострадал в 1737 году. И вот, в частности, так называемый Мраморный дворец, который выходит на Неву. Ну, один из фактически из комплекса зданий Зимнего дворца фактически. Далее, следующий. И, соответственно, увлечение готикой – это визитка 20-х годов 19 века. И вот он, в частности, в селе Парголово, около Санкт-Петербурга, подготовил такой интересный проект, который действительно показывает понятие готика. То есть это устремленность неба этого здания, если арки, витражи. И, соответственно, церковь близка к архитектуре классицизма, но в то же время готический стиль, как видно, дальше. Следующее его изделие – это архитектурное Михайловский театр, который открылся в 1933 году по указу императора Николая I. Название, почему Михайловский, это младший сын Павла I, то есть брат Николая I, который фактически отказался от претензий на престол. Вот проект, но зато был известным достаточно тоже меценатом. И вот проект здания театра был возведен под руководством Рылова. И вот это здание нас радует в Санкт-Петербурге, театр оперы и балета. Далее. Здание Пулковской обсерватории. Это важный этап в творчестве. То есть здесь с 1934 года комиссия приняла решение о поддержке проекта Рылова. Вот, соответственно, здесь уже больше чувствуется в здании классицизм. То есть сначала он начал с готики, а здесь вот эти закругления, какие-то дополнительные такие опции, они выделяют, что он начал тяготеть к классицизму. Далее, следующее. В 1933 году состоялось основание лютеранской церкви Святого Петра на Невском проспекте. И вот здесь были работы завершены в 1938 году, и вот это здание до сих пор органично входит в ансамбль понятия Невский проспект. Далее, значит, опять-таки, возвращаясь к Зимнему дворцу, это здание рисунок штаба гвардейского корпуса. 1937 год начала движения проекта, и, соответственно, в 1943 году этот проект был завершен. Вот мы видим это замечательное здание для военных, оно действительно прошло через 1,5 с лишним века. Следующее. Проект Александровской больницы, который строился с 1944 по 1950 год. Новый шаг в творчестве Рылова. Здесь он очень легко оперирует формой. И вот если, допустим, у него было
такое движение в сторону классицизма, то здесь у него опять какой-то стиль ближе к готическому. То есть здание, оно устремляется как бы вверх, заостренности нет, но именно вот какое-то движение, вот эти окна большие, оно действительно говорит о том, что он пытается совместить разные стили. Потом надо отметить памятный обелиск, следующий. Памятный обелиск в Тобольске – это в честь битвы между отрядом Ермака и войском сибирско-татарского хана Кучума. Это тоже проект Александра Павловича. Дальше. И, соответственно, важный такой проект – это на Куликовом поле, значит, известный памятник, который был установлен в 1850 году, прошел через бури 19-20 века. И, наконец, в 1937-1946 году по проекту Александра Павловича Бурукова был построен архитектурный комплекс «Караван-сарай» в Оренбурге. Комплекс является одним из крупных памятников башкирской истории. В переводе с персидского «Караван-сарай» – это дом караванов. Это большая придорожная постройка, которая окружает двор, где караваны останутся для ночного отдыха. Такие сооружения обычно устраивались в ряде стран Ближнего Среднего Востока, Северной Африки, вдоль главных торговых путей на расстоянии дневного перехода 30 километров из расчета для каравана верблюдов. Караван-сарай строились не только у дорог, некоторые строились у въездных ворот города или внутри городской застройки. Строительство караван-сарая в Оренбурге осуществлялось в 1947-1946 году при поддержке по инициативе оренбургского военного губернатора Перовского. Целью строительства было размещение канцелярии командующего башкиро-мещерянским войском и устройство ночлега для приезжающих в город значит, по своим делам башкир и мишари. Как известно, башкиры и мишари, оренбургские уральские казаки в 1798-65 году находились в системе кантонного управления, которое должно было обеспечивать охрану программ линии с казахскими жузами и мобилизовать при необходимости театры боевых действий и воинские формирования. И здесь надо отметить, что, конечно, башкиры находились в военном статусе официально в эти года, 1798-65 год, но фактически хочу напомнить, что реально башкиры с момента вхождения в состав русского государства были в положении военнослужебного населения фактически. Другой вопрос, что в 1798 году это все стало официально. И до 63-65 года, когда башкиры были выведены в состав гражданского населения, но с сохранением права собственности на землю, в отличие от крестьян. И далее надо отметить, что архитектурный комплекс, он включает в себя Башкирский народный дом, сооружался по инициативе активного участия башкир. Вот, в частности, считается, что общая стоимость затраты на строительство данного архитектурного комплекса составили 295 тысяч рублей бумажными ассигнациями. Ну, грубо говоря, около 300 тысяч рублей. Из них более 250 тысяч рублей поступили из башкирского бюджета. То есть это было в виде пожертвований, ну и, соответственно, сбора из казны башкирско-мещерякского войска. То есть большой вклад был внесен именно не только, значит, деньгами, кстати говоря, но и при сооружении караван-сарая лес, который использовался при строительстве, плетняк, плиты, они тоже были доставлены башкирами. И вот этот момент он не совсем учитывается в понятии смета. Поэтому вклад башкирского народа в сооружение караван-сарая он достаточно большой. И надо отметить, что, соответственно, он состоит следующий из Башкирского народного дома мечети, как бы считался. И вот он был разработан проект Грюгова, стилизация под аул с расположением в центре ансамбля восьмиугольной мечети. Надо отметить, что Александр Павлович следующий построил на территории Оренбурга другое здание, а именно благородный дворянский общественный собрание. Значит, здесь оно выполнено в стиле классицизма. В 1941 году было передано губернской администрации. Здесь организовывались балы, производили спектакли, торжественные приемы для высокопоставленных лиц. В частности, данное здание посетил Николай II, когда он передвигался по России, стремясь познакомиться с различными городами нашей страны. Надо отметить следующее. До 1965 года значит, караван-сарай использовался по своему прямому первоначальному предназначению, а именно
В нем, значит, располагалась канцелярия башкирского мещерякского войска с 1955 года, канцелярия башкирского войска, и функционировала башкирская школа. После ликвидации управления башкирским войском в 1865 году караван-сарай использовался в качестве квартиры, канцелярии руководства Оренбургской губернии, а также губернских присутственных учреждений, комиссии по размежеванию башкирской земли. На заседаниях 1-2 всебашкирских съездов 17 года, проходивших в июле и, соответственно, августе 17 года, обсуждался вопрос о возврате башкирам здания архитектурного комплекса. С 16 ноября 17 года по 14 февраля 18 года в караван-сарае размещалось Башкирское областное ШУРО. То есть это функционал правительства. Официальное решение в виде декрета о возвращении караван-сарая в распоряжение областного совета Башкир было принято по указанию Владимира Ильича Ленина в феврале 1918 года. Затем с августа по ноябрь 1918 года в караван-сарае размещалось башкирское правительство и его исполнительное учреждение. В 2020 году в здании караван-сарая был открыт Башкирский институт народного образования, преобразованный позже Башкирский педагогический техникум. И вот этот башкирский педагогический техникум функционировал до середины 30-х годов, внес большой вклад в подготовку учительских кадров для нашей республики и не только для нашей республики. Архитектурный комплекс в сентябре 1924 года, кроме техникума, был передан администрации Оренбургской губернии с 1934 года после образования новой структуры Оренбургской области. И, соответственно, надо отметить, что создание караван-сарая было обусловлено потребностями социально-экономического и политического развития обширного региона, позитивными идеями инициаторов проекта во главе с губернатором Перовским, а также достаточно динамичным развитием российской архитектуры в этот период. Основной разработчик фундаментального комплекса караван-сарай Александр Брюлов реализовал много архитектурных проектов. Он принимал участие в работе как на территории столицы, так и в регионах страны, по государственным частным заказам. Его творчество как архитектора отразило переходный этап российского зодчества в 19 столетии и в определенной мере повлияло на архитектурные проекты начала 20 века. Созданные им фундаментальные строения объединили идеи классицизма, романтизма, активная творческая деятельность, способствует признанию его таланта в Академии художеств России, Италии, Франции и Англии. Благодарю за внимание. Спасибо, Айтуган Эрикович. Я думаю, мы разделяем чувство гордости оренбуржцев, что караван-сарай строил такой известный архитектор, как Сатов. Так, давайте продолжим. Мы обсудили блок вопроса, связанный с историей караван-сарая, историей создания. А теперь давайте приступим к историко-отечественной работе. Вот сейчас у нас тут присутствует зав. Отделом рукописи этих книг нашей библиотеки национальной. Он расскажет, какие источники есть в нашей библиотеке, связанные с караван-сараем. Революционные издания в основном. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде чем остановиться по основной теме, хотел бы немного рассказать о фонде отдела серых изданий. В настоящее время в нашем фонде более 42 тысяч наименований книг, газет и журналов, начиная с 16 века и до сегодняшнего дня. И, естественно, среди них огромное количество материалов по истории нашего региона, Урало-Поволжского региона и Оренбургской области. И, естественно, они ценны для исследователей. Если мы говорим относительно истории караван-сарая, то самый большой массив материалов приходится, как сказал Азат Ахмедович, на конец, то есть середину 19 века и начало 20 века. Одним из первых источников, в которых находится отражение истории караван-сарая, это журнал «Русская старина». Это ежеквартальный журнал. В 4 номере там помещается большой материал о деятельности Перовского. И как раз упоминается и о истории строительства караван-сарая. Кроме того, там говорится, откуда везде лес, откуда плетняк и как за этим контролировал или наблюдал сам Перовский. Далее имеется еще ряд материалов журналов. Там, конечно, упоминается караван-сарай, строительство караван-сарая, но они также являются
информационными источниками. Вторую часть материалов это связано с деятельностью, то есть связано с началом 20 века. В 1917 году, 17-18 годах, в основном в 1917 годах в Оренбурге в караван-сарае размещаются редакции многих газет. И необходимо сказать, например, первый номер газеты «Известия» Башкирского областного бюро, также газета «Башкортостан», это первоофициальные издания нашей республики, они, редакции также размещались именно в караван-сарае. В этом плане можно сказать, что караван-сарай, здание караван-сарая стало по истокам формирования и развития башкирской национальной печати. Кроме того, уже в первом номере газеты «Башкортостан», первый номер вышел в марте 1918 года, уже поднимается вопрос о караван-сарае. В рубрике «Новости Оренбурга» будет небольшой материал о здании караван-сарая. И здесь редакция в лице башкирской администрации поднимает вопрос о возвращении караван-сарая башкирскому народу. Далее эти вопросы поднимаются и в съездах, о которых рассказал подробно Иван Викторович. Вторым, более подробным, ценным источником является статья Халима Айдарова «Караван-сарай». Эта статья опубликована в журнале «Башкортаймана» за 27 год. 27 год. Здесь автор использует не только местные материалы, но и архивные материалы из оренбургских архивов. Например, здесь публикуется копия материалов из управления Оренбургского военного губернатора, канцелярия по части гражданского за 1836 год. Кроме того, здесь публикуется копия Башкирского областного совета за 17 год, копия документов письма Сталина башкирскому народу и другие документы. И здесь он приводит и смету, сколько уходили деньги на строительство. Кроме того, приводятся подробные сведения о том, сколько людей, конных и пеших, в те или иные годы работали при строительстве караван-сарая. Например, вот за 1838 году, в июле месяце, конных рабочих было 430, а пеших рабочих 189. В итоге 619 человек. За 1839 год в мае конных 416, пеших 150. А в июне уже пеших рабочих было 668, а конных 270. В итоге только за один месяц, в июне 1939 года, работали уже около 1000 человек, то есть 938 человек. Кроме того, он приводит и обращение к министру Башкирского областного съезда, происходящего в Оренбурге 20-27 июля 2017 года, при обсуждении вопроса о возвращении башкирам несправедливых отнятых старым правительством башкирских имуществ и зданий, в частности, по отношению к зданию, находящемуся в Оренбурге и называемый караван-сарай, вынести следующие резолюции. Караван-сарай как здание, построенное башкирами и мещеряками, исключительно из средства пищи, и в 1865 году несправедливо занятый тогдашним генерал-губернатором Башкирского областного съезда объявляет национальной собственностью башкирского народа. И, естественно, как ответ на это требование, в 1918 году Народный комиссар по делам национальности Сталин отправил исполнительному комитету Оренбургского совета рабочих и солдатских депутатов следующую телеграмму. Просим опубликовать всеобщее сведения, что решение Народного комиссариата по делам национальности Башкирский народный дом и мечеть под названием Караван-сарай в Оренбурге передается в полное распоряжение Башкирского народного
Башкирский институт народного образования. Вопрос через 2 года стажи в Башкирском педагогическом техникуме. И здесь учились, получали образование многие выдающиеся деятели башкирской литературы и культуры. О том, какое образование давало вот этот техникум или институт, необходимо сказать, что из 21 преподавателя, из них 20 имели полное высшее образование, и 1 человек имел неполное высшее образование. Для этого времени это было хорошие показатели. Кроме того, многие преподаватели получили образование и за рубежом, в Турции, Египте и, кроме того, в странах Западной Европы. И поэтому Заря Мишева писала, что образование, которое она получила в Караван-Сарае, то есть когда училась в Башкирском педагогическом техникуме, хватало ей на всю жизнь. И если так посмотреть, у нас в фондах имеется большое количество книг наших выдающихся деятелей, и там, естественно, косвенно находим сведения о истории Караван-Сарая и о его роли в развитии башкирской культуры. Необходимо, кроме того, сказать, что в Оренбурге в те годы, 20-30-е годы, образование высшее и среднее образование давалось на 4 языках, кроме русского на башкирском, татарском и казахском языках. Поэтому Оренбург является центром не только духовной культуры, но и центром книгоиздательства, печатного издательства, периодического издательства. И на этом мое выступление завершается. Спасибо за внимание. Спасибо, Флёр Шарфулина. Я рад, что вы рассказали, какие у нас есть источники в Национальной библиотеке, и исследователи могут пользоваться этим. Сейчас продолжает наше участие еще Калмантаев Ислам Хайдарович. Спасибо ему, потому что он прямо с лекции пришел на наше выступление. Но, Ислам Михайлович, у вас время есть или мы дальше по плану? Тогда мы по плану пойдем по повестке. Я просто думал, может, вы на лекцию спешите. Итак, сейчас мы перейдем к отражению образа Караван-Сарая в духовной культуре башкир. И предлагаю заслушать выступление Набиуллиной Гульнары Мирзаевне, кандидата филологических наук, доцента Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Ахмуллы. Тема ее выступления – образ Караван-Сарая в художественной литературе. Әсеттің халықтың рухи дөньяһына йогынтыһын күрһәтү ул мөмкин булмасын. Шуңдуктан улар ниндидер ярдәмчы функцияны гына башкардылар һәм бына Зәйнәп Биишеваның трилогияһын караһак, трилогияны бик кат кайтаны эшләнеп инде. Беренче басмасында ул уны яктыга дип билгеләнеп, трилогияның дөйм атамаһын шуның икенчесендә ул бер гомернең тарихы дип билгеләнеп һәм 90-нчы еллар башында ул трилогияны 3-нче тапкыр эшләп, яңа исем биргәндә ул буенда һәм бу уның трилогияһында ла Караван-Сарайның җимеш образы белән бәйле Караван-Сарай образы килеп сыга һәм бу Караван-Сарай уга ниндидер яктылык биргән, ниндидер белем биргән, тормышында ниндидер яңа борылыштарга илткән мәл, ниндидер объект, ниндидер символик мәгънәгә ия булган төшенчә булып әсәренә инеп киткән. Һәм шулай кына безнең талантлы язучы бар, совет язучысы ул Фәрит Итангулов һәм бына Фәрит Итангуловның шулай ук трилогияһы бар. Ул 60-нчы, 70-нче, 80-нче елларда икенче елларга тиклем уны күзәтә бит инде. Бана уның арыш башаклы, аркылыш һәм һәйкәлләр кирләр өчен килгән. Бу уның ирлек икәнен ат башы дип роман чыгарган, урактан уны кайтадан эшләп, һәйкәлләр кирләр өчен килгән исемнән чыгарып бирде. Ягъни ошо үч романды берләштергән трилогия һәм шулай ук уның герое Шәфигулла Нигъмәтбаев
Караван һарайда хезмәт итә. Ана авыл малае шундай караван һарайга барып эләгә һәм ошол караван һарайда ул Зәки Вәлидинең башҡорт хөкүмәте менән таныша инде. Һәм әлбиттә, совет осоронда язылған әҫәр булараҡ Фәрит Исәнғол идеологик рамкаларҙан сыға алмай. Һәм Зәки Вәлидинең эшмәкәрлеген, уның образын инде шундай сарказмдан һүрәтләй. Ягъни Каруан һарай Шәфиғулла Ниғмәтбаевтың тормошонда ниндәйҙер бер ишкилектән яңылыҡҡа күсеүсе бер этап ҡына булып тора бит инде. Һәм бына поэзияла ла ул булды. Каруан һарай образы әлбиттә бына Рауил Бикбаевтың ижадын әйтеп китергә кәрәк. Әммә бына һуңғы йылдарҙа ошо үҙгәртеп ҡороу осоронан һуң хәҙерге башҡорт әҙәбиәтендә бына Каруан һарай образы килеп тыуҙы. Ягъни быны ул беҙҙең билдәле ғалим, яҙыусы Дилнур Ғәзиз улы Ураксин тыуҙырҙы. Һәм бына ул үҙенең ижадының һуңғы йылдарында ҡарап, русҡаға тәржемә ителеп барамы дип, һәм уның дауамы булған Каруан һарай исемле роман хроникаһында. Һәм бына был Каруан һарай хроникаһында ул Каруан һарайҙың нисек төҙөлөүе, докладсылар әйтеп киткән, нисек итеп башҡорт халҡының был Каруан һарай төҙөүгә шул финанс ярҙам күрһәтеүҙәрен һүрәтләп үтә инде. Һәм шулай уҡ шул Каруан һарайҙың нисек төҙөлөүен аңлар өсөн уның беренсе романына ла күҙ һалырға кәрәк. Уның беренсе романы ошо «Ҡарап» дип аталды бит инде. Һәм бына был Ҡараптағы ул Тимашевтың күсере булған Алтынбай тураһында һүрәтләй. Һәм бына был Алтынбай Тимашевта була һәм бер крепостной ҡыҙға күҙе төшә инде. Һәм бына был ҡыҙҙы ул алыр өсөн уға шулай Тимашев шарт ҡуя. Бына бүре һуғыусы Насирҙың атын урлап алып килһәң генә, бына был ҡыҙҙы һиңә бирәм. Һәм был атты урлап алып килә бит инде, әммә Тимашев үҙенең һүҙендә тормай. Һәм шунлыҡтан Алтынбай ҡыҙ үҙенә ҡул һала. Был крепостной Алтынбай аҙаҡтан ошо Алтынбайҙың инде тәүге романдағы артабанғы яҙмышы ошо Каруан һарай романында һүрәтләнелә. Яғни был Алтынбай ошо Каруан һарай төҙөүҙә ҡатнаша. Һәм бына уларҙың кисерештәре, һәм Каруан һарай асҡан ваҡытта, бына уның мәсетен асҡан ваҡытта муллаларҙың, ишандарҙың килеүе, һәм бына уларҙы ниндәйҙер ғорурлыҡ, рухи бейеклеккә ынтылыу көсө уятыуы, һәм бына ошоларҙы барыһын да Ғәзиз Ураксин әҫәрендә һүрәтләне. Бына Каруан һарай образы ниндәйҙер ҙур урын алған тип башҡорт әҙәбиәтендә әйтергә Флүр Шәрифович коллега әҙәбиәтсе, ғүмер буйы әҙәбиәт була алдарға биргән. Рахмет. В чем ценность художественной литературы? В том, что мы раскрыли вопрос. Факты, фактически об истории, как строился Караван-сарай, а именно через художественную литературу мы можем понять восприятие нашего народа, как он создавался, как воспринял народ Караван-сарай, хотя бы в художественном образе. Сейчас я хотел бы предоставить слово Аглиуллиной Кларе Жгубиной, ученому секретарю Государственного автономного учреждения науки, башкирской энциклопедии, активному члену общества краеведов Республики Башкортостан. Тема ее выступления – репрезентация образа Караван-сарая в изобразительном искусстве. Подробно о роли Наклонить. С августа 1960 года Караван-сарай стал объектом охраны государства как архитектурный памятник. И вклад в его сохранение внес архитектор, доктор искусствоведения. Следующий, давайте представим. Следующий. Внес архитектор, доктор искусствоведения, уроженец Мечетинского района Барый Айбатович Калимуллин.
Его небольшая книга «Караван-сарай в Оренбурге» вышла в серии «Сокровища зодчества народов СССР в Москве» в 1966 году. Буквально на этих 70 страницах очень подробно описано, какие постройки входили в комплекс. Калимуллин тщетно искал в архивах план зданий, который застал в плачевном состоянии. Решил сохранить уникальный памятник хотя бы в чертежах. Он сделал обмеры всех помещений, сделал фотоснимки, изучал архивные документы и написал историю строительства. Он восхищался Брюловым, говорил, который сумел в караван-сарае отразить схему летнего аула, башкирского аула, а мечети придал форму термина юрты старейшины. Силой своего таланта петербургский архитектор смог прочувствовать и степь, и башкир, и предназначение объекта служить домом для воинов, то есть для башкир-мещерякского войска. Основная часть караван-сарая – это 3 каменных двухэтажных здания с внутренним двором. С южной стороны к ним примыкают 2 каменных здания. Предыдущий, давайте предыдущий, мы тут пролистали. Предыдущий. Вот это. 8-угольная мечеть с куполом занимает в комплексе центральное положение. Минарет, как самостоятельное сооружение, завершает композицию караван-сарая. Многие считают, что это и вот самое высокое здание, 39 метров, считают, что это и есть мечеть. Это минарет мечети, из которой кричат азан. Она с момента ее освящения в 1846 году оставалась действующей мечетью, до сих пор не проходят службы и в мечети, и в Башкирском народном доме сейчас, как я понимаю, располагается музей. Высота мечети от фундамента до верхнего шпиля 10 метров 20 сантиметров, а внутренние стены ее зала украшены мраморными таблицами, на которых лепными вызолоченными арабскими буквами изображены 7 текстов из Корана. История строительства самого ансамбля к настоящему времени довольно-таки подробно изучена. Есть работы местных оренбургских исследователей, да, есть работы наших историков, это работы и Янгузина, и, как я уже сказала, Калимуллина. А вот репрезентация творчества следующей, пожалуйста. В изобразительном искусстве мне почему-то показалось очень интересным, и я взяла эту тему, не будучи искусствоведом, скажем так, профессионально, но имея опыт работы. Вердикт такой, что в изобразительном искусстве образ караван-сарая не так, скажем, ярко выражен, как, например, другие какие-то архитектурные символы. Первые зарисовки Оренбурга, надо напомнить, что Оренбург это небольшой, скажем, город, возникший в середине XVIII века. И, конечно же, первые зарисовки его относились к началу XIX века, и их сделал Свиньин, журналист, обозреватель и очень интересный, скажем, человек своего времени. И многие его современники обвиняли в том, что он приукрашивал в своих гравюрах и рисовал, как бы не передавал полностью то, что и есть. Следующий слайд. Уроженец Оренбургской губернии, художник Чернышов, будучи живописцем, очень известным живописцем, он не посвятил ни одной картины, живописной картины караван-сарая, но в своих гравюрах он площадь Оренбург, например, в этой гравюре вдали виднеется минарет как раз караван-сарай. Он как бы опосредованно показал караван-сарай. Но в его картинах мы не увидим картину, посвященную именно караван-сараю. Следующий слайд. То же самое касается творчества Штернберга и Дмитриева Оренбургского. Дмитриев Оренбургский, следующий слайд. Вот эти 2 гравюры, караван, отправляющийся в путь, гравюра 1887 года и предыдущий гравюра 1776 года, они, исследователи, относятся к Дмитриеву Оренбургскому. Насколько это верно, я не знаю, я не выяснила. Но все эти гравюры, они были опубликованы в различных журналах. Следующий слайд. Вот этот известный рисунок
рисунок Александра Ивановича Николича. Это первое, наверное, цветное изображение, скажем так, современника караван-сарая 19 века. Да? Акварель, бумага, карандаш, процарапывание. Специально написала технику, чтобы было это интересно. И мы видим, на самом деле, караван-сарай окружен садом, который потом в 60-е годы был практически уничтожен. Следующие картины, они не посвящены караван-сараю, но тем не менее я хотела показать, что в Оренбурге в то время работали художники-живописцы, но их внимание караван-сарай не привлек. Горанович, это картина «Миновый двор», существовал и такой, в котором как раз останавливались караваны торговцев. Миновой двор в Оренбурге. Следующий. Так, и после большого перерыва, несмотря на то, что в Оренбургской области очень сильная школа живописи, я не нашла, просмотрев много материалов, после большого периода нашла только несколько картин, в которых опосредованно дано отражение караван-сарая. Это вот картина Овчинникова, улица Старого города, вдалеке мы видим минарет мечети караван-сарая. И следующий, это Галихин, караван-сарай, Оренбург. И я могу сказать, что вот на советский период это единственная картина, живописная картина, которая вот полную панораму дает караван-сарай. К сожалению, так. Это караван-сарай, Оренбург, 60-е годы. Он тоже оренбургский художник. Следующий слайд. Шарапов, Старый Оренбург, который мы видим шпиль минарета караван-сарая, да, 84 года картины. И наиболее известный на сегодняшний день, следующий слайд, пожалуйста. Вот два последних изображения, это наши уже современники, караван-сарай Владимир Марков, 2006 год. И последняя картина – это Ольга Нагорная, караван-сарай 2009 года. Вот, к сожалению, это все, скажем так, картины и живопись, графика и гравюра, которые мне на сегодняшний день известны и которые, как бы, проштудировав каталоге, я посмотрела. Что касается башкирских живописцев, художников, на сегодняшний день картин, именно посвященных караван-сараю в таком образе, как он и есть, нет. Кто-то из искусствоведов мне сказал, что в принципе сейчас современные художники могли бы и написать, но там панорама такая, что если он раньше был на поле и можно было красивым сделать панораму, то сейчас он потерялся в городской застройке. И ракурса такого или писать с крыши, или писать сбоку, в общем, не вдохновляет, как мне сказали. Да? И я думаю, что вот у наших башкирских живописцев все впереди, и, может быть, они когда-нибудь к 180-летию сделают серию картин реконструкции караван-сарая. Есть картины, в которых опосредованно это посвящено Всебашкирскому учредительному Курултаю Башкирского съезда 17 года, потом выступление Валидова в стенах помещения караван-сарая, но я их не стала здесь использовать, потому что, в принципе, как бы, все художественные красоты караван-сарая они не передают. Спасибо за внимание. Спасибо, Клара Жгудиновна. Есть эта тема для исследований. Я думаю, это единственное выступление на эту тему. Единственное, еще последнее я хочу сказать, что в 1855 году еще при Перовском был построен здание Арсенала, которое как бы осталось вне внимания нашей башкирской, скажем, общественности. Да? Оно было построено тоже как для башкирского мещеряцкого войска, как цейхгаус, степной цейхгаус, и представляет собой большое протяженное одноэтажное здание, покрытое двуспальной крышей с двумя пальмами по торцам. И оно вот сохранило на стенах орнамент башкирский с момента постройки. И, в принципе, оно объявлено памятником архитектуры в Оренбурге, но сейчас находится в ведении военного ведомства и приходит в упадок, разрушается. Вот, хотелось бы тоже, чтобы на это внимание обратили. Спасибо. Все. Я бы хотел обратить внимание на ваше выступление, потому что в то время фотографий не было, и мы внешний облик караван-сарая можем отследить именно по этим
рисункам, по картинам. И то, что вы смогли найти, обобщить, это очень интересно. Спасибо вам, Лара Евгеньевна. А сейчас давайте продолжим наше заседание. Сейчас бы я хотел слово предоставить Идрисовой Милявшей Абраровне, кандидату в искусствоведения, заслуженному деятелю искусства Республики Башкортостан. Ее тема выступления как образ караван-сарая в музыкальном творчестве. Тоже интересная тема. Спасибо, мне эта тема оказалась очень интересной. Спасибо за приглашение к участию. Я бы хотела начать свое выступление с известного высказывания этнографа, фольклориста, известного всем Сергея Рыбакова, который в своем фундаментальном труде «Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта» дал вот такую емкую характеристику башкиров. Народ это более художник, нежели практик. В этих словах ученый не только выразил переполнявшее его восхищение, вот настолько глубокое восхищение и уважение проникнут весь этот труд именно башкирскому творчеству, поскольку он в этом своем труде рассматривает, обращается и к татарскому фольклору, и к типтярам, и другим народностям, но вот такого глубокого уважения и такого восторга даже перед башкирским творчеством больше нигде не найдешь, потому что он был буквально влюблен в башкирский фольклор, башкирские песни и, собственно, вообще в башкир. Наверное, это и позволило ему назвать башкир художественной натурой, более художником, нежели практиком. Ученый также продемонстрировал в этих словах проникновение, вот, собственно, проникновение в суть мироощущения народа, воспринимающего окружающий мир через художественные образы, выражающие себя через музыку, поэзию, танец. Обостренное чувство прекрасного, тонкое восприятие красоты окружающей природы, понимание значимости происходящих в жизни событий и потребность в рефлексии по поводу увиденного и пережитого. Вот в этом ученый видел истоки созидательной энергии талантливых представителей башкирского народа, певцов, сказителей, хористов. В итоге вот сейчас мы, естественно, можем с полным правом заявить о том, что в итоге музыкально-поэтическое искусство башкир – это не только наше искусство, это не только музыкально-поэтическое наследие, это не только то, что мы сегодня называем нашим национальным богатством, но это и летопись народной жизни. Потому такое событие, как изведение в Оренбурге караван-сарая, не могло остаться вне поля зрения народных музыкантов. И потому понятно, что это событие не могло остаться вне поля зрения музыкантов и поэтов того времени. Караван-сарай стал обобщенным образом символом героического прошлого башкирского народа, его богатой подлинной истории, вдохновившим на создание одноименной народной песни. Заметим, что замечательной особенностью башкирских протяжных песен «Одункы» является наличие также инструментального варианта, исполняемого чаще всего на курае. Таким образом, мелодия караван-сарая бытовала в жанре протяжной песни «Одункы» и инструментального наигрыша и стала объектом внимания исследователей и профессиональных музыкантов, композиторов и исполнителей впоследствии. Наиболее ранний из опубликованных образцов песни «Караван-сарай» записан Мансуром Султановым в 10-е годы 20-го столетия и включен в его сборник «Башкирские и татарские мотивы», изданные в 1916 году в Саратове. Позднее различные варианты песен неоднократно были зафиксированы фольклористами Иваном Салтыковым, Львом Лебединским, композитором Антоном Михенвальдом, Хусаином Ахметовым, Загиром Исмаиловым и другими. Все эти записи относятся к 20-му столетию, и к этому времени в народной среде были распространены различные варианты текста. Но наибольшую популярность приобрел текст на любовную тематику. Темы песни представляют собой удивительно благодатный материал для разработки, для профессиональной разработки. Это малоаргументированные протяжные мелодии со сравнительно небольшим диапазоном и исполняющиеся в умеренном темпе. В разные годы она становилась источником вдохновения для композиторов, которые создали обработки в различных жанрах. Так, композиторы старшего поколения Мусалим Валиев и Александр Гаре переложили песню для хора и оркестра, для хора капелла, соответственно. Александр Ключерев обратился к песне своей фантазии на тему песни «Караван-сарай». Обращались к песне представители последующих поколений профессиональных композиторов. Это
Айрат Каримов, Андрей Березовский, которые осуществили обработки для голоса в сопровождении фортепиано и для фортепиано соответственно. Сейчас я бы хотела предложить вашему вниманию небольшой фрагмент обработки, сделанный композитором Мусалимом Валеевым. По времени создания это относится к 50-м годам прошлого века. Обработка для дуэта, для мужских голосов, в исполнении Магафура Хисматуллина и Марата Хисматуллина, обработка Мусалима Валеева. Я сейчас попрошу озвучить, пожалуйста. Достаточно. Спасибо. Ну, вот этот вариант, который дошел до нашего времени, он наполнен таким вот лирическим содержанием. И я думаю, вот этим продиктован характер исполнения, характер вообще, чем проникнет эта песня, то в каком характере звучала эта песня на тот момент, когда башкиры, воины, которые сами создавали это здание, воины, которые имели прямое отношение и, видимо, сочиняли эту песню. Как она звучала, сейчас сложно, конечно, представить себе, но я думаю, что тогда текст был другой, и какие-то некоторые фрагменты первоначальных вариантов текста сохранились и поныне, но вот до нашего времени вот дошло вот такое вот преломление, в таком звучании, лирическом звучании. Наиболее ярко образ Караван-Сарая был воплощен на новом витке истории национальной музыкальной культуры в 90-е годы прошлого столетия. И был возрожден новыми современными средствами. Это связано с рождением башкирской фольк-группы, известной фольк-группы «Караван-Сарай». Группа была создана силами студентов Уфимского государственного института искусств. В ее истоках стояли Богдан Ярулин, Аршут Тагулов, Махмуд Надыршин, Амир Тунунов, Расул Карбулатов. Эти имена всем хорошо известны. На фоне политических событий начала 90-х, на волне подъема национального самосознания в республиках бывшего Советского Союза было естественное и своевременное обращение к собственной истории и к традиционному музыкальному наследию. И название молодые люди, думаю, выбрали не случайно. Караван-Сарай, стремясь в своем творчестве к воплощению ментальности башкирского народа, народа воина, народа поэта. Первое выступление группы состоялось в 1990 году на сцене Института искусств, и репертуар включал поначалу башкирские народные песни преимущественно, в том числе «Караван-Сарай», «Махам-Туре», «Самрау-Турна», «Ильяс», «Тахтияу», «Любизар», «Порт-Артур» и другие, которые были припнесены современным прочтением, вот обновленным за счет современных аранжировок, близких, понятных молодежи. В итоге творчество группы естественным образом влилось в волну молодежной музыки в стиле фольк-рок, распространенный в этот период и востребованный публикой во всей стране. Здесь, я думаю, ребята, с энтузиазмом создававшие свою
национальную рок-группу, наверное, в большой степени вдохновлялись творчеством узбекской группы Ялла или белорусских, в принципе, песняров, происхождение которых относится к концу 60-х и началу 70-х годов. Успеху национальных ансамблей способствовало использование наряду с электрогитарами, клавишными ударными, а также тембров изучения народных музыкальных инструментов. Если Ялла возродили в жизни узбекский рубак и дойру, песняры акарину, желейку, то в песнях Караван-Сарая во весь голос изучали башкирские музыкальные инструменты. Рай, бумбара, кубок, в сочетании с гитарами, с баяном, саксофоном. Впервые были применены приемы такой специфической формы народного музицирования, как горловое пение и сбел. Кроме того, в музыкальную ткань композиции органично вплелись элементы джаза, кантри, рок-н-ролла и других музыкальных стилей, заимствованных из творчества популярных российских и западных. Репертуар ансамбля в этот период складывался исключительно из песен на башкирском языке. В том же русле были выдержаны собственные сочинения участников группы, отличавшиеся текстами остро-социальной направленности, актуальные на тот период. Здесь можно привести такие песни, как «Пайдахель башкорт Виктория», где вы башкирские джигиты, «Айхай салават», «Пайдахель особ башкортон», «Зайдива лидив». И в собственных авторских песнях группы явственно читалась их слуховая настройка, так называемая слуховая настройка, то, что ребята были воспитаны на башкирской народной музыке, то, что они мыслят традиционными музыкальными категориями. К примеру, в песне «Пайдахель башкорт Виктория» в инструментальном отыгрыше использована народно-плясовая мелодия «Перовский». И, наверное, многие помнят, что под эту мелодию Артур Петрович еще и плясал. И вот все это как-то в общем создавало атмосферу причастности к истории Караван-Сарая. И все это было, наверное, дорого и близко ушам и сердцу публики, слушателей. Группа с успехом исполняла и кавер-версии известных авторских песен Сайкала Арканаля, Газиза Мухаметова, Ельера Мизагира Исмагилова и других. Группа стала своего рода флагманом явления, которое можно обозначить как зарождение и расцвет башкирского рока, по аналогии с явлением под названием русский рок, бурное развитие которого в СССР началось еще в 70-е годы. И здесь можно напомнить о популярных в это время возникших и моментально ставших популярными в это время башкирские группы Дербешхан, Рух, Аманат, Ант, Акюмбек и другие. Ну, здесь можно было бы много рассказывать о группе Караван-Сарай. Я только хочу сказать, что Караван-Сарай, возникновение этой группы стало новой вехой, можно сказать, новым этапом развития национальной музыкальной культуры. Ребята пришли с самодеятельностью, имели профессиональное образование, но они сумели соединить в своем творчестве вот это вот национальное, вот это понимание, атмосферу, дух башкирской культуры, музыкальной культуры и воплотить в этом творчестве чаяние молодежи того времени, 90-х годов, не только молодежи, но вообще всего общества. Именно поэтому этот ансамбль, эта группа, она была тут же принята с энтузиазмом и получила такую вот большую популярность, известность, и затем даже представляла искусство нашей республики в городах России и других республик Советского Союза, за рубежом. Например, она выступила в 1994 году, кстати, на молодежном фестивале, и это, естественно, это очень значимо для нас, для национальной культуры, для молодой башкирской эстрадного искусства. С 1995 года группа работает в Московской государственной филармонии. И нужно отметить, что многие творческие открытия группы стали образцом, эталоном для подражания последующим поколениям молодежных коллективов как в отношении круга образов, так и в смысле музыкальной стилистики. И вот сейчас, как бы, в подтверждении сказанного можно было бы послушать песню «Караван-Сарай», которую сочинили сами ребята музыкального рок-группы. Но
я предлагала им другую песню, «Башкортостан Гальбустан», поскольку и по музыкальным средствам, и по содержанию, и по тому, как она чисто вокально исполнена, она является, во-первых, она в русле всего того, о чем мы сегодня говорим, и, во-вторых, я думаю, что то, что она сочинена на стихи Шейхзады Бабича, еще одна знаковая фигура, которая имеет прямое отношение к Оренбургу. Поэтому я только хочу попросить вас обратить внимание на то, что явилось новым, привнесенным впервые силами караванщиков, как мы их называем. И то, что вот в прологе мы слышим вот такую вот мелодикламацию, которая отсылает нас к традициям сясянов, традициям кубаиров, и в то же самое время созвучных с искусством рэперов. Руэнкем, Таньян, Руэнкем, Тарьян и так далее. Это уже настраивает публику. И в аранжировке использованы очень красноречивые вот такие вот изобразительные приемы, такие как топот копыт, ржание лошадей. И все это создает перед нами буквально зримую картину скачущих конниц и башкирских всадников, воинов. Затем запев, исполненный мужским унисоном, молодыми голосами, но унисоном, который затем в припеве перерастает в многоголосие. Это тоже вот такой прием, динамический прием, который показывает как бы нарастание и героического вот такого атмосферы героической. Так что все это было ново, делалось впервые, звучало революционно, и все эти открытия были осуществлены под знаком караван-сарая. И тем не менее, вот учитывая то, что было сказано об обработках, созданных профессиональным композитором, я бы просто хотела сделать такую ремарку о том, что музыкальная тема караван-сарая настолько благодатна для разработки, для композиторской разработки. И вот, мне кажется, она недостаточно все-таки использована нашими современными композиторами. И я думаю, дело за молодыми поколениями. И к этой теме будут обращаться и не только рок-группы, но и профессиональные композиторы. А сейчас я предлагаю вам послушать песню в исполнении группы «Караван-сарай» «Башкортостан Гальбустан». Пожалуйста.
21 год, второй номер. 21. Спасибо, Александр Абрамович. Так, осязаемость. Спасибо. Так, слово для выступления предоставляю Алину Юлиану Калиняновичу, кандидату философских наук, старшим научным сотрудником. Тема его выступления — история большинства народов. Если я хочу вспомнить статью Айдара Халима, скандально известный, можно сказать, боец наш уроженец из Башкирии, опубликовал статью «Путешествие в Крым» в журнале «Казан Утлары» в 2006 году. Он пишет: мы, говорит, татары, как героический народ. Но героичнее нас, говорит, в мире нету. Но если я говорит, пытался вспомнить, спрашивал у других, говорит, какие герои, вспомнить некого, говорит. Нету, говорит, некого вспоминать. Единственное, говорит, на ум, говорит, приходит Тукай. Тукай, говорит, не сравни с Салаватом Юлаевым. Это разные категории, говорит. Но почему, говорит, так? Вот начинается. Даже, говорит, падение Казани, говорит, не породило ничего. Вроде трагические события истории татарского народа. Должно было бы, говорит, породить что-то. Но теперь обращаемся к башкирам, говорит. Башкиры, говорят, столько, говорит, героев. Почему так? Ну, видимо, вот в связи с этим, вот, я сам изучаю этнографию, духовную культуру башкир. Башкиры действительно среди тюркских народов, да, или тюркских народов, народов имеют богатейшее фольклорное наследие.
Тут очень много жанров. Но среди них шедевры это есть эпосы, башкирские наши протяжные песни узункой. И среди них вот этот «Караван-сарай». Вот Миша Абрамов отметила, что Рыбаков в свое время отметил башкир. Восхищение. А за 100 лет до Рыбакова француз один приезжал в Уфу, это опубликовано, в 1784 году. Он прошел всю Россию, ехал в Уфу. Он говорит, читал это Урал Сибирью, путешествие в Сибирь. Описывает, говорит, по пути своему другу писал письма, какие народы он встречал. Ну, соответственно, русские народы, арийцы, чуваши, мордва, татары, башкиры. И вот он описывает все народы коротко. И потом, уже в конце, когда вот подъезжает башкир, говорит, а теперь я перехожу к описанию, говорит, народа, который очень своеобразный, говорит, очень богатый культурой, совершенно отличается от всех тех, которых я видел. И с интересом описывает. И он тоже вот отмечает, вот, как Рыбаков, что башкиры, говорит, это народ не практик. Это, говорит, больше духовный, говорит, обращает внимание. И действительно, если обратиться к культуре башкир, это больше духовный, вот, созерцательный, вот, созерцание, вот, природа и восхищение своей историей. Ну, вся история башкиров практически события, вот, первое же событие, которое, то есть, вспоминание о башкирах, Ибн Фадлан, который письменно сохранилось, он пишет, говорит, мы, говорит, отменно боялись башкир. Это, говорит, наиболее, кажется, воинственный среди всех тюрков. Это уже первые показатели. Потом и другие есть. Действительно, вся история башкира – это военные события. Борьба за свою это. Вот недавно я читал Кузеева. Кузеев в 50-е годы, когда еще только начал заниматься наукой, объезжал башкирские населенные пункты, собирал материал для этнографии башкирам. И он прямо полевые дневники его опубликовали. Кузеевский институт. Там прям пишет. Все, говорят, вот, все вспоминания башкир – это, говорят, военные события, героические события и борьба за эту землю. Выжить на этой земле и удержать это, Урал. Четко ясно. И в другой, вот, уже в 90-е годы, прежде чем когда болеть, вот он писал. Башкиры, говорят, народ, соответственно, уральский. Это, говорят, сформировавшийся на Урале. Это, говорят, башкир, самосознание, говорят, не отнимешь никак. И это, говорят, будет продолжаться и дальше, говорят. И, соответственно, этому, вот, если обратиться к фольклору, все практически этапы башкирской истории отражены в эпосах. Первый, вот, это фундаментальный эпос, работает, можно сказать, Урал-Батыр. Это как бы освоение просторов Урала. Почему он стал башкирским? Не было, говорит, ничего, вообще не было мира. То есть не было и башкир, практически. Потому что, по мнению вот исследователей, говорится, что космогонический миф это связано с тем, как возникает мир и этнос. То есть это и социум. Общество этого народа. Это всегда вот эпос отражается одновременно. Вот эпос Урал-Батыр отражается. Не было ничего, был кругом вода, то есть хаос, и появляется Янберде Янбика. Начинается вот с этого момента. То есть вот китайские мифологии, кто занимается мифологией, ну, примерно знаете, инь и янь. То же самое в башкир это Янберде Янбика. Мы Янберде Янбика не должны понимать как человека. Это были не человек, это был дух. В философии есть две точки зрения. Что было первичнее, материя или дух? Ну, вот эпосы, это Янберде Янбика это дух. Первые. Который должен был материализоваться, и они материализовались в Урале и Шульгане. Получается, что и если перейти, кажется, объяснению имени Янберде, Янбика, это основе, надо смотреть, Янь, душа. Это слово не тюркское, он уходит в индоиранский мир, арийский, и означает давший начало всему, породивший все. Янь. Это потом башкир стал как душой. Это и у других народов. А у иранских народов сейчас душа означает рух. Словом руха у башкиров сохранился именно в первоначальном виде, индоиранском, то есть арийском,
В смысле, вот я посеврал Батыр, Янберде, то есть то, что дало всему начало. И Урал создает вот эту землю, эту вот Уральские горы, из водного хаоса в борьбе с темными силами, где Аждаха складывает Уральские горы, заселяет туда своих потомков, сыновей Яика, Нугуш, Идель и сын Шульгана Сахмара. И вот от них начинается как бы башкирское общество. И тут же дается башкирам этические нормы. Творите добро, говорит людям. Будьте человеком, а человек должен быть творить вначале добро. Вот это первоначальный этап башкирской истории. Это уходит до нашей эры. Еще Малов отмечал, где-то башкиры начали формироваться в V веке до нашей эры. Они жили здесь же, говорит. И другие, вот современный наш Котов, он тоже к этому же мнению. Вот я вчера разговаривал, он находит корень башкир уже с неолита. Это то есть 7 тысяч лет тому назад. Вот он пишет докторский, вот, решает. Беседует, говорит, 7 тысяч лет. Потом вот перехожу к другому эпосу, это как Бузат, там уже социальные нормы. То есть уже хан, там борьба, социальное неравенство, уже другой этап отражается. Потом идет эпос Хумурбуга, там отражается именно борьба, как башкир, с русскими тюрками, то есть гуннами. Это уже 4-е где-то века. Вот глубина Кая. Потом идет эпос Кусякбей. Там уже дается отражение устроен башкирского общества. Как он устроен, там Насим-хан, и через ему все эти рода башкирские, это следующий этап. 12-14 века. Потом Алдар-Зухра. Это тоже отражение печенецких башкирских взаимоотношений. Это где-то 9-12 века. То есть полностью отражение идет. Потом уже идет это Седвикай Мурадын. Это уже Нагайская эпоха, угловые точки. Потом идет эпос Харасахал, эпос Джулай Салават. То есть все вот этапы башкирской истории отражены в эпосах. Ну, в это же время вот, после присоединения Башкир к русскому государству, то все знаете, 2 века все башкиры за свои права и свободу, оговоренные при переходе в русскую подданность, они отстаивали в борьбе, неравной борьбе, но тем не менее отстояли. Как сказал Матвей Любавский, среди всех российских народов башкиры единственный народ, может быть, даже во всем мире, которые столько лет потерпели, но в то время сумели сохранить, удержаться на Урале и получили свое развитие дальше. То есть в течение вот 2 веков борьбы все они развиты, уже башкиры, можно сказать, силой иссякли. Вот, тем не менее, уже царские власти взяли под контроль башкир и не могло уже породить эпосы. 19 век полностью башкирские вот геройские песни, башкирских героев, там описывается вот вдохновен отдельными борцами, Урамбаем, Беещем, другим, очень многим рассказывали. То есть 19 век уже этап протяжных песен, исторических песен. Когда уже народ не может создать эпос. Уже не весь народ вдохновляется, а отдельные люди. Описание их. И среди них вот песня «Караван-сарай» занимает отдельное место. Тут уже общенародное дело. Когда Перовский дал распоряжение создать, народ опять вдохновился. И уже они понимали, что это для них. Получается, что как бы уже эпос создать не смогли, возможно, если бы чуть-чуть дальше создали. Но я думаю, что вот поэма Равиля Бекбаева «Караван-сарай» как бы уже осознание вдохновения, героизма башкир уже при современности в 20 веке. Потому что эпосы, кажется, даются у тех народов геройских, у кого геройское прошлое. Это установленный факт. А у башкиров вся история, можно сказать, это геройское прошлое. Вот среди них вот, песня «Караван-сарай» понимает отдельно, когда башкиры опять вдохновились, опять начали воспряли духом. Это для нас. Это мы, потом переживания,
за свой труд проделают песни. Спасибо. Да, спасибо. Теперь вы меня пожелаете. Я хотел бы слово предоставить Роману Исламовичу Файдаровичу, кандидату исторических наук, оценки Башкирского государственного университета, темного выступления Караван-Сарай как центр консолидации Башкирии в России в современном состоянии. Да, это тема менеджера готова, но когда они предложили эту тему, много сказать по телефону, я с радостью согласился. Почему? Потому что новый взгляд, Караван-Сарай, как центр консолидации Башкирии России, и много если онлайн, что мы сайт онлайн, как центр консолидации. По-русски да, это ваш сайт. Закирен сайт кеткен, тарихи Березкети, Kahraman tarihinde Şunların ülkenin sıfatlı noktalarında Manyak'a bir nefkir Sevirovski. Sevirovski Başkent halkına ilk zor işler şeklinde. Sevirovski başkentlerinin rahatları Kiva, Ahmet'si, Han Başkan. Şunların da başkentler de bir yarata, Akşata, bu halkta Şundan hüleşe başlayın. Niderlerle de kanton neşeliklerle sotikayeti yarımda bir gazetin samak meseleler nider kerek nedirge dip neyimdir. Bunda kimden inisiyatifi iken bir eğitim mi? Hele Piroska'nın inisiyatifi. Hele kanton neşeliklerinin inisiyatifi. Bunlar tip bulemindir. Tekin Barangol kantonlar, kuatifler возможно. Şundan indi aksayıp инициативный халқында сол хәтлеген әүдем күтәріп алып, халықтан ақса алар. Елмен ақса күберелер, шыннан енді строительдер тоже біздің халықтан. Архитектор әйтілген, Дұртайтылды Крылов, evet, сол хәтлеген архитектор білен де ұмдық ветірін. Ит кесіне бай көретті ветінде. Клара Юнна көретті, клайматор фотоларды көреттерді. Еткеткес сынапта Башқұрт милли архитектура театры олайын. Біздің архитектураға тап келе, Башқұрт ертіна тап келе, шыны ойлайым Башқұрт ауылын көзіләштіріп нетейін Бірілов. Бұндар теке архитектуралар. Мені Бірілов тақында Перовская оқшай. Бұл сынап ұшлай бұлға тестейді. Шыны Башқұрттарды дейдер тветен, құм ташырарак, таш ташырарак, ағас ташырға керек. Соны енді біздің ауылда бір бабай екен, атайым еле тұрайын. Атайым сол қателеген елеуға өтейін, тарихты құбылайын. Сол қараңырада оқыған қасанды, егер мысалдарды атайым. Слайды пеле тұрайын. Ауылда келер екен тек бір ағайдан. Келтек мақтанамын қараңыра өтедім тек. Хинніңде янды қараңыр өтеді, хинбет тедесі түгілдейінді. Не, Оралдан құм ташының, то есть песок таскать тоже надо. Там же огромная стройка. Там разные нужны были строители. То есть строительдер была біздің ырым ягынан, Туры Пермь ягынан да, Силяб ягынан да, Хамар ягынан да, түрліяқтан келді. То есть это уже центр консолидации. Халықты ялар. Это халықты еует ол уақытта еңіл түгіл. Поезд жоқ, самолет жоқ. Тегамгал арморға барып сұқмайлар ретінде, Пермь ягынан или Силяб ягынан. А мұнда енді стройкаға түрлі кантондан берілер. Соны енді балшырт халқын консолидировать ету, сол стройка. Түзерге керек, тедерді халық сынапта бек әудім қатнаса, түзерлі бұл ерт. Әтақ бір не айтып өтегелі, избетігіне бағала, мұнда бір қызық не бар, момент, әр уақытта айтатырген, башкир-русская дружба дейм. Именно шында башкир-русская дружба. Рус архитекторы, рус инженердары, һәм башқұрт строительдары. Бірге тедерлер. И Перовский где-то мұның ортағында етінді. Ортада үшінің. Түйілі бітті, әмәләкін тарихта әр уақыт шылап етінді. Дүниелер үлгеріп кетті. Кантон уақытын, кантондарды еттелер етінді. Әтмейлі. Қазір кантонның ағыз, мұнда біздің неде yok. Кантон әшеніктерді отырмай, администрациялы отырмай. Обращев
нитәгенде. Үзенең губернаторская канцелярия интерпретамында. Күбеннән дә теге разный лидер бюрократлар килеп утыралар. Башкорт халкы ходила башлый. 10,000 подписала. Теге вакытка ул 10,000 подпис. Опять консолидация Башкортстанда. Что ведь консолидация. Кайтарабыз зданием тедербетин. Ну, Крыжановский клер айтайын yok. Кантон айнидарды еп башкортларын начальниктарын айтайын, чтобы бүтән хадядманлар кем хадяда итәбез. Наказы будет наказание. Яра Крыжановский сугатлыгын нажымынан инде ол неде туктата, шу неде харакатинде коронарда кайтарабыз дигәндә. Ләкин Крыжановский видно шул кире кайтау. Башкорт җирләрен күпләп хату китә. 1961 ел капитализм битендә Крыжановский шуңгыртанда тора. Теге нидә анда бирәтонадра Каринчный да бар. Монда инде без законно теге иптәшләрне, достарны, генералларга, адмиралларга, теге башкаларның чиновникларына күп кенәләше башкорт җирләре. Шуның битендә опять недовольство Ковалевскийдің комиссия келе, сенатор Ковалевский, Крыжановскийді алып ташалар. Губернатордан. Шу проверканың. Шу башқұрт жерлерін талаған үшін. Құран Харай бір яқтан, екінші яқтан башқұрт жерлерін талаған кіші өзінің язағын алды тіретен. Негені бұлағардың өрлегіне өтіп кетмейін, ләкин өнетен серт келіп сақтыла. Бірінші біздің башқұрт әнейіп ені Қаранхарада өтті июль 17 ел. Шуның ендің ортағында тұралар екі башқұрт егіті. Бірі бұла Сағит Мірәсов, Мірәс ауылынан Новосибирск районы, мүмкінде екінші бұла Алла бірде Гафаров, Білеутамақ, менің яқтасқа әтен мәселген. Менің де алдады, менің де қалан кіргенді. Мен де көрсін кіргенді, өзі мен де көрсіке еніп тұрайын ғой, шылай етмейді. Екі башқұрт егіті мейлі қаракетті башай береді. Мен те артырып етмейін, ұрсам өздері мұрғас келіп ұрмырларды өтіп отырайын деп. Зәкі Вальдин хатерелінде шылай етеді. Кімайын приезды в Оренбургте уже все было организовано, два тут этих лидера, Алла Берде Гафаров и Сағит Мірәсов организовали съезд. Қатуан Еркеш не даст соврать шылай етінде беді. Үшін все было Зәкі Вальдин. Үш кіші, оларды сөйінді дұртын бірінші мұсылман сезінде назаншет еткен болар, ұшы енді организовать етірген, барлық етірген. Ұрмыр егіттері теген не бар бетінде, шынан өңінде шулық енді әйтілен Коран орайды қайтарға кіріп. Деген, интада бара кім бетін, деген формальный руководитель не была, Шариф Манатов, Ленин далғандар, Ленин қашылы ғырауды қоя, Коран орайды қайтарайық деп, башқұрт халқына Ленин политик, Сейсман бетінде аптырап кеткен бола. Неужели Караван-Сарай до сих пор не возвращен башкирскому народу? Немедленно вернуть тенде. Караван-Сарай башкирскому народу вернуть, Сеймбеке вернуть татарскому народу. Білім бар Ленин, сол мәселелерді біле, и знает, как играть на этих национальных чувствах. Снапта зор политик Ленин. И что он ұлақлым айтын, снапта Қаранарды офицерлер өсті башқұрт халқына қатаралар етемін. Өз мен өзі екіншісі нетіп бір түдеген уақытта консолидация, екіншісі оға қайтару мәселесі тоже консолидация. Соның тағы бір не баранда Қаранардың регінде парк бар болған. Әлі такси бен ағасовтары бар болған білмелер. Ит кеткісі матур парк болған. Зор. Қаранар айтыл ортың сетінде алған. Ортаңда түгіл. Бұл Ирактан көрініп тұрған. Паркқа ағаштарды алып келілер, чтобы мені бүті башқұрт халқын нетірге теген енді бірләштіре деген идея білен ағаштарды алып келілер. Пермь яғынан, Екатеринбург яғынан, Хамар яғынан, Селебе яғынан, Башқұртстанның түбектерінен түрлі ағаштарды алып келілер. Зор бошқалар, қат кетіп етелерінде ағаштарды. Тегел ташылар, теге КамАЗа теге самосваллардан келер, ағашты теге нелерінен, тамыдарын шылайтып келер. Неге аттарға тиеп, енді мен Ирактан Ишул паркты түгелерін.
Искиткес шат парк була. Ең бірінші парк. И шул паркты түзейлер, парк әйбәт. Мында уже не болғас, техникум бетін. Тар институт бұл. Соны техникум бәлендірілер. Сол техникумда неде паркты не табашайдар. Тігіледі не урам өткерелер, бұлай да урам өткерелер. Әрлеңдей сол большевик недеріне недерді әшлей бастадыр. Урамда, памятниктарда біздің сол дирекция, студенттар әр уақыт қарсы салар, митинг қасаралар, сол паркта ақылып алып қалырға енді. 20-30 жылдар орт өсе, урамдар керектерде, әмәләкин парктардың әйметін уақытта біліп етмеді. Особенно Орынборсын, ағасы өтмеген қалалар. Сонан енді Қанамарай біздің халықты бірлестірі техникум дейді. Техникумда біздің халық көп оқидар. Біздің біті элита 20-30 жылдар культураның үйінде тұралар, сол Қанамарай оқыған біздің дүр кісілері. Байыстағы Бейбаев, ағам түрелерді Салайдорай операларын, либретталары ядаларын екен, Қанамарайда оқымаған. Шул қәтлігім милли дух болған Қанамарайда. Шул қәтлігім яқшы оқытушылар. Шул қәтлігім нидер студенттер тұршы оқиларын дейм. Апайдың фамилияны ұттым. Халид Кәтшіл. Мирзабеков адам. Опять Қуанбек ағай. Совкор Советской России деген китап бар. Мен те пединста оқып едім, тұрсам бір оқытушы те орыс апайым деп. Мирзабеков, ты башкир, да? Да, башкирин тветтен ты. Шуға ты меня рад ты. Я же в Каравансаре преподавала русский язык. Такие дети были старательные. Не уходили даже ночами, учили и учили. Так они старались. То есть шулық байыз бекбайлар, шулық зәйнәп бейші балар. Әм башқалар тырышы оқығандар. Шулық менің ауылдашым Мәжит Баранғұлов, Лебединский білен башқұрт күйдерін нотаға қалған ағайтошында оқыған. Онда концерттар қойылады. Зәйнәп бейші адам концерттаты, Мұхаммедша, Мәжит Баранғұлов келді сақталады, скрипкала ойнап, ерлап бейверді, ет кеткес материалайды. Тадап тұрады. Сонан нешеп түрттегі мал деген ерлайды. Мал енді Зәйнәп бейші болған сектор енді скот деген хүзді қаңға етіне енді. Бұл тегі уақыт мал әлі академический ұста бар шылды қайтарыла, бір уақыт студенттар ерланлар мал деген ерлады. Мал бет бұл башқұрт халқының байлығы өт, не бет? Банк жоқ, наш банк еті наш скот бет енді. Малың бұға, не бет енді. Халықта бұла, кісілі бұла, халық нешеп кісілі, нешеп бенің милі ғаскар, мал көп бұғанға, аттар көп бұғанға. Шуңа айтын бенің милі қарақатта бет енді, үңіші болды. Шул Қаранарайдың есенсін енайтерінің идея консолидация шул Қаранарай. Қаранарай оқытып сығарды көбетіп, шунаның бетінде тағынан тағы біріне 36 жылдар Қаранарай яғып қойдылар. Яғып қойдылар, анда надумына не болғанда, как өтені бір уголовник тайырында бір татараға инiciator бір шуны воспользовались, шунаның да ақса yok деп, давай республика өйдегеде техникум асыға деп, шуның техникумды тімәскал кетелер, тімәскал кетелер насар түгіл, әмеләкин Орынборда болуы бик керек. Әлі бик керек. Орынборда бір учебный заведение, Орынборға халқы сен түгіл, анда оқырларын, Орынбор егеттерінен қалар түр, Хамарда оқырыны, Орыске ақтарла оқырыны, келіп оқырларыны, халықтың, башқұрт халқының, қуандықтардың руслашы бару ответі марсымында отыра, өзімдің ақтарын руслашы батыру, біздің милли бір қойыр тұрды. Руслау қылар бітеледі. Әмін Қаранарай бұға, бек не боларыны. Бұл проблема тұрасақ, әлі болар әлі, бізде аман әбінет бірі біздің Қаранарай. Рахмет. Ихтиярда. Так, у нас еще осталось одно выступление, давайте послушаем Данилу Милана Рашидовича, кандидата философских наук, писателя, его выступление об истории художества, значимость Караван-Сарая, современного редактора башкирской традиционной. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар, безнең вакыт бетеп бара, шуның өчен мин юдымның сыгышымды мөмкин тиклеген кыскартып, 2 минут эчендә
Хәйеп бетәргә тырышырмын. Һәм һеҙҙең рөхсәт менән мин русскага писәм. Безусловно, караван-сарай – это неоспоримая жемчужина зодчества, первая постройка в городе, отражающая влияние восточной традиции на архитектуру этого периода. И как результат творческого труда и объект имущественных отношений караван-сарай наверняка должен интересовать экономистов. А уже как культовое сооружение он не должен оставить равнодушным специалистов по исламу. На данный момент в городе Оренбурге действует 6 мечетей, и вот из этих 6 мечетей именно караван-сарай имеет для башкир особое значение, прежде всего как дань памяти защитникам нашего Отечества. Безусловно, использование такого ценного памятника, как караван-сарай, в хозяйственных и административных целях может допускаться, если это не наносит ущерб сохранности всего комплекса и не нарушает его историко-художественной ценности. Как известно из опыта, из истории мы знаем, что пренебрежение к наследию прошлого, в особенности к постройке религиозного культа, приводит к невосполнимым потерям. Сейчас многие помещения комплекса отданы под федеральное агентство и министерство. Кабинеты чиновников занимают помещения бывшей мастерской и школы для башкирских детей. И вот по словам прихожан, им бы хотелось возродить в караван-сарае учебные классы, чтобы их дети смогли изучать родной язык и историю своих предков. И вот с какой просьбой обратилась жительница города Оренбурга Гульнар Якшабаева к башкирскому спутниковому телевидению. Я общаюсь с молодежью, и многие хотят, чтобы здесь был хоть какой-то кружок или воскресная школа, чтобы дети знали свой родной башкирский язык, обучались ему, изучали традиции башкирского народа. Может, даже игре на музыкальных инструментах. И они готовы возить даже с пригорода Оренбурга, даже с районов, готовы привозить детей сюда, говорит она. И, как мы знаем, весной этого года глава Башкортостана Радик Фаритович Хабиров подписал указ о праздновании 175-летия историко-архитектурного комплекса «Караван-сарай». И, конечно, это событие знаковое как в историческом плане, так и в культурном. И это показывает, что «Караван-сарай» сейчас находится на объективе и в центре внимания руководства Башкортостана. И мы знаем, что недавно с рабочим визитом в городе Оренбурге, в том числе и в караван-сарае, был заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Азат Шамилевич Бадранов, который в ходе своего выступления сказал, что, вернее, призвал активизировать работу над включением караван-сарай в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И я думаю, что через некоторое время мы наш караван-сарай увидим уже в списке ЮНЕСКО. И уверен в том, что караван-сарай станет памятником всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Спасибо за внимание. Спасибо. Сегодня было очень интересное заседание, хотелось бы мне отметить, что все ваши выступления уникальны, потому что вы показали необычных ракурсов, необычных сторон, литературы, музыкальном творчестве, изобразительном. Это очень ценно, потому что надо нам отходить от того образа караван-сарая, как исторически, что там было, как намечалось, что сейчас. А именно образ того, что караван-сарай может сыграть еще дальнейшую свою роль в цивилизации башкирской населения, да и не только, даже то, что его вносит ЮНЕСКО, уже подчеркивает, что с этой темой ходить не должны. Я не знаю, когда вы вспомните, я сомневаюсь в этом вопрос, что мы если вот сохраним какие-то духовные мысли для башкирского населения, это было бы здорово. Вот, так что спасибо вам всем. Я думаю, мы выпустим электронный вариант нашего сборника, поэтому хотелось бы, чтобы вы оставили свои выступления, или если хотите передать попозже, но тем не менее